Центральной избирательной комиссии «Аншлаг» близится к концу первая неделя регистрации инициативных групп. Посмотрев на персоналии, понимаешь, что разброс интересов у людей, баллотирующихся в парламент, велик. Здесь и действующие депутаты, и народные избранники прошлых созывов, и отставные чиновники всех послевоенных годов, и их дети, и члены общественной палаты, депутаты муниципальных органов власти и так далее. Численность кандидаты за одну неделю приблизилась к сотне, а впереди еще партийные съезды. Основной акцент в предвыборной гонке сделан на столицу, при том, что многие округа пока что остаются безальтернативными. А вот в единственном Гальском округе инициативными группами обозначены уже 5 кандидатов. Но если взять среднюю температуру по стране, то уже получается по 3,5 кандидата на место. И возникает естественный вопрос: в связи с чем такая популярность парламента? Что так неудержимо влечет людей в законодательный орган власти? Неужели все, кто баллотируется, мечтают работать над законами, улучшающими жизнь избирателей, бороться за права человека или отстаивать социальную справедливость? Судя по закону о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, со всеми дополнениями этого не скажешь. В законе сплошные права. Право на отказ от дачи показаний, право на неприкосновенность, право на 34-дневный отпуск, право на доплату к пенсии, право на возмещение вреда и так далее. В общем, прав не перечесть. А вот про обязанности депутатов в законе скромно и очень условно: участие в сессиях парламента, соблюдение этики, работа с избирателями. Что им будет за то, что они не ходят на сессии, не читают проекты законов, не соблюдают этику и не встречаются с избирателями? Законодатель не конкретизировал, и очевидно почему. Но не будут же народные избранники сами себя вгонять в рамки обязательств. Не на один же срок они идут. 24 депутата нынешнего созыва уже обозначены представителями инициативных групп. Есть среди них несколько действительно действенных депутатов, которые занимаются в парламенте не только своими личными делами, но и работают над законами. Они, собственно, и тянут всю работу законодательного органа. Но есть и такие, кто, по мнению журналистов, постоянно присутствующих на заседаниях парламента, вполне могли бы попасть в какую-нибудь книгу рекордов. К примеру, по длительности молчания. Кое-кто на этом молчаливом поприще отмотал первый срок, а кто-то идет на третий. Их позиция неизвестна не только избирателям, но зачастую и коллегам по парламенту. Глядя на молчаливых, я все думала по наивности, что им наскучило сидение в парламенте. А оказалось, нет, снова баллотируются. Как не соблазниться на такую синекуру с неприкосновенными правами, служебными машинами, дармовым бензином и прочими благами жизни? А теперь о нас, об электорате. Сейчас самое время отделить их интерес от нашего, не по соседскому или фамильному признаку, а исходя из потенциальных способностей и уровня нравственности кандидата, который не позволит ему голосовать за продажу национального достояния, вешать на народ необоснованные кредиты, избирать скомпрометировавшего себя судью или прокурора, ратифицировать соглашение о добыче нефти и так далее. Решим слукавить, поддавшись политическим или родственным амбициям, пенять придется на себя. Это мы выбирали такую ветвь власти на целых 5 лет.